Друзья, в этот замечательный солнечный воскресный день мы с вами приехали в гости к моему другу, создателю замечательного уникального тренажера Чик-Пчал, Егору Кирсанову. Вот его доченька, Кирсада. Привет! А маши нам ручкой. Вот они сегодня с дочкой дома сидят. В общем, давно мы хотели с Егором снять сюжет, рассказать еще раз про правила. У меня уже был ролик, но он снят был год или два назад. Но с тех пор много чего изменилось, модернизировалось. Здравствуйте, меня зовут Егор Кирсанов. Я один из разработчиков вот этого нашего варианта правила. Мы вот со своим другом Николаем Байшиным в свое время построили вот такой аппарат на основе. У нас изначально был белорусский аппарат, который был, тянул тросами, спереди, сзади как бы только цепь была. Но мы решили ее модернизировать, именно под свои хотелки. Любой тренажер рождается как ребенок. Мы просто изначально назвали Чик-Пчал, это как бы пик, вершина. В эту раму внедрили несколько тренажеров. Вертушку, вертикализатор, простое правило. И сделали, чтобы она тянула со всех сторон. Мы сюда внедрили всю нашу мировоззрение, нашу веру. Верхний мир, средний мир, нижний мир, именно и окрас тоже. И везде, она отвечает именно золотому сечению, 618. И когда человека тоже, поднимаем, он получается, отпусти, именно его слабости, и опусти ему силу, силу, мощь, именно здоровье, Это не работа, это даже не судьба, это как бы наше призвание, наша миссия, на мой взгляд, Состояние души, это все это вместе, это наша жизнь, мы как бы этим дышим. С кем мы занимаемся, мы занимаемся с ним как со своим отцом, матерью, братом, с сестрой, со своими детьми. И мы радуемся тому, что результатам, которые люди отсюда получаются, у них получается, они меняют не только себя, именно свое физическое состояние, именно свою жизнь. И вот это для нас самое главное. К нам человек приходит, мы из него смотрим как алмаз, и мы сделаем из него бриллиант. Стараемся разбудить в нем не только мышцы, но сухожилия, связки, укрепляем, делаем настройку, как благословение, как человека благословляем, чтобы открылись все чакры, которые, и из-за этого, у него получается, во всех аспектах жизни, новые достижения. Это самое главное, я думаю, не только физическое состояние, но физическое состояние одно из составляющих вот этого, на наш взгляд. Вот так. С лета пытались встретиться, что-нибудь поснимать, даже в горы ездили. Но Егор был настолько увлечен нашей безопасностью, что ему было не до разговоров. Ура! Фу. У нас у каждого автомобиль надо как-то в чем-то хранить. Вот Егор приобрел гараж металлический, но он утепленный. Веранда, смотрите, как здорово вообще. Зимой тут, наверное, холодновато, зато здесь будет храниться мясо. Сейчас деревень, наступает ноябрь, забой. И все с нетерпением в городе ждут, когда привезут родственники. Давайте посмотрим, что представляет из себя мобильная котельная. Вы домик построили специально? Заказали. Просто корпус, а так остальное сами поставить. Печь как это? Котел газовый, да? Котел у вас же газ здесь проведен. Да. И уже через это, отопление туда пошло.
А тут у нас как бы вода будет здесь, да? В следующем году, может, вторую емкость поставим. Да? Бочка, да, чтобы... Ну вот, А септик вы еще не сделали? пока еще нет. Ну, в следующем году, что спешить? Это же расходы еще. Да. Если не секрет, сколько вот это обходится вот так вот газифицировать вот это все? Газифицировать? О, только отопление у нас 300 тысяч стоит. Вот это, да, 150 им будет, наверное. Но есть какое-то возмещение социальное, да? Как многодетного, что-то есть. Но все равно. Здорово. Теперь в доме тепло. А в гараже тепло тоже? Даже тоже тепло, О, ну, 0 градусов. 0 градусов. 0. Вот это то, что надо. Ну, 0,45 киловатт. 0,45 киловатт это одна. Пока обходимся. Хватает. А так там еще две. Ну это когда сейчас у нас морозов сильных нету пока, да, еще, можно сказать, осень. Да, пока Всё вот здесь. эти не включили, да? Ну тогда минус 40 будет, наверное, включено. Это у вас аналог рафчика? Да, аналог рафчика Авангард. Лангвард, да. Ага. А сами все делали? Вы же купили металлический? Мы купили таким же. Уже готов был? Ага, готовым. Ага, ладно. Слава богу, попался очень хороший человек. Прямо, Спасибо хорошему человеку. да. Вот это прямо открывается идеально. Ну, гала же. Гала это когда мороз так, как радуга? Да, бывает. Летом тоже бывает. Ну давай поедем туда. И там, наверное, полностью выйдет. Если мы туда. Давайте. Мы решили поехать на пикничок в красивое место, там посидеть, пообщаться. Едем на Чучур-Муран. Вот же у вас в Мосе рядом сопки эти. Морозная радуга. Так можно назвать ее? Не совсем, а летом тоже бывает. Солнечная гала называется. Вот это шикарный вид на город. О, красота. Прогуляемся, да? Ага. Машину, наверное, это. Надо это. Не замерзнет. Да, заглушу, конечно, не такого. Ага. Заглушите куда-то. Оказывается, не так это просто. Игорь. О, привет. Я пока съемкой не поздоровался. Просто поснимаю вас. Привет, привет. Как дела? Случайная, не случайная Ну, встреча, да? Привет. как неожиданно залезть. Вот так вот. Давай, угощусь. А вы оттуда пришли, да? Ты все не угомонишься, да? В горы далеко ездить, да? Очень далеко. Давно не ездила. Да, давно вообще скучаю. Настя, ты где была? Покорила ты Эверест? Нет, еще не была. Эльбрус? Давно. Ну, была ты, да? Я там? здесь была. Где это? Что тут написано? Смотри. Энин пик. Ленин. Пик Ленина. О, какой чай у вас вкусный, спасибо. Подругу представь, это Настя вот. Это Уля, знаешь? Оля, да? Да. Мы на Илонке были. Ну. Привет. Забываю всех, знакомлюсь, забываю, Да. А так мы Вообще везде. сообщество Хоть по альпинистов. Ленинскому столбу поедешь, сразу Игорь тоже гуляет. Сюда поднимешься, тоже Игорь гуляет. А вы блог снимаете, да? Да. У Вы нас попали в наш блог, ничего? А, да, ничего страшного. А это кто? Это Егор Кирсанов, знакомьтесь. Главный герой. Создатель уникального тренажера Чипчал, правила. да? Наш Серджит. Егор Серджит, который, да? Да, знакомьтесь. С вами видела. Настя, будете оладьи? Да? Будем. Сейчас надо покормить, как раз мы не взяли с собой. Да? Всегда есть что-то интересное. Радугу снял? Ага. Иногда огонь жгут, тоже ритуал проводит. Вот тоже ритуальный камень.
Испытано на себе. Посмотрите, как лучше разминаться. Тоже будет полезно для тебя. Помимо суставной гимнастики, которую она сделала, да, помимо силовой разминки, да, полностью все мышцы, сухожилия, связки, да, суставы надо проработать, прогреть хорошенько, да, чтобы случайно не получить травму. По первости мы вот так спускаясь делаем, ага. Это она уже как бы, у нее уже спина, да, вот эти мышечные кости спины полностью работают, из-за этого вот она может вот. Есть ребята у нас, которые по 300, по 400 раз делают. За один подход-то 100 раз могут подняться. Вот она полностью тоже, после силовых-то она вытягивает полностью, расслабляет немножко, можно сказать. А? Нужно постоянно себя слушать, прямо каждый квадратный сантиметр своего тела. А? Многие думают, что она просто лежит, а она не просто лежит, а она прямо готовится, именно настраивается, да. Но вот этот шлем, да, он чем лучше, да, он полностью облегает. А? Она намного лучше, чем вот есть марлевые, да, тканевые, не только руки, ноги, да, но и позвоночник. А? Именно в мышцах шеи очень много, именно мышц, сухожилий, связок-то, нервов-то, сосудов, именно кровеносных-то, которых тоже надо правлять. А? Ну, тренажер правило слово править. Позвоночник должен работать именно не только вот так, да, в одной плоскости, да, но и вот так. Посмотри, вот как она делает. Да. Полностью все должно двигаться. А. Не должно остаться никаких-то там, именно все чакры, да, как бы должны проработаться. А. Никаких зажимов, никаких этих-то блоков не должно остаться. Только тогда полностью как бы энергия, да, извне поступает именно в тело человека. Вот она постоянно вот себя слушает. Управляет, да, именно что-то находит в себе, да, какие-то блоки, зажимы, да, вот она убирает вот именно вот эти. Ну, про это ты знаешь, где мы для того, чтобы именно вот внутренние органы ставить на место, а? И тут себя, свой позвоночный столб-то именно за счет, как его, за счет собственного веса отправляешь. Да? И какие-то элементы, да, ну, очень тяжелые элементы, да, которые, ну, транспортная система через кровеносную систему, да, доставляешь себе, ну, мозги, там, глаза, там, уши, да, именно какие-то нейронные связи, да, восстанавливаются. Это сначала она включила все мышцы, да, которые должны работать именно в этом упражнении, да, потом только начала вот это упражнение. Она уже, она, просто ее организм готов так к этому, да, упражнению, да, поэтому она вот может туда подняться. По первости это очень сложно. Она все-таки работает иногда как представитель тайзи-цюань. У каждого есть свои какие-то индивидуальные особенности, да. Я работаю как, ну, таежник, наверное, больше как проводник, как таежник, да. Я прорабатываю те мышцы, которые мне нужны именно в тайге. В тайге, в горах, да. Вот они чуть-чуть другие. Каждый все-таки, да, ну, работает по своим индивидуальным, ну, хотелкам, можно сказать, да. Прорабатывает каждый сустав, да. Особенно вот тазобедренные, да, плечевые суставы, включая спину, да. Прямо каждый позвонок, не просто позвоночник, да. Вот посмотри, как она работает, да. Вот она как работает именно не только с поясничным отделом, да, но и с пояснично-крестцовым отделом тоже. Вот так должен работать Эркин-сан. Вот до какого уровня дошли, да, вот именно второе поколение, наверное, наших воспитанников. Все-таки ты, Эркин, был из первого поколения. Она перестанет двигаться только тогда, когда почувствует, что она все доработала. Их стали называть именно даосскими вениками, да? А когда мы начинали, да, они назывались именно тибетские массажные вибрационные веники. Между собой в шутку мы называем чепчал тренажером для ленивых, потому что тут прорабатываются все мышцы. И, например, в тренажерный зал тебе надо ходить, чтобы проработать все мышцы неделю, да?
А тут за одно занятие ты прорабатываешь все тело. Я научилась слушать свое тело. И когда надо, включать определенные мышцы. Чупчал мне помог не только проработать физическую форму, да, но и духовно. Без, например, Егора этот тренажер, я думаю, не работал бы так хорошо. Боковое вытяжение, ну, называем натяжение или вытяжение, да. Но тут именно убираются какие-то блоки, именно вот грудные блоки, да, вот эти блоки, да. Сразу к этому упражнению не допускаем. Обычно готовим его суставы, сухожилия, связки, да, именно подводим к этому упражнению. Человек должен достаточно обладать именно данными, да, чтобы делать вот это упражнение. Сейчас на растяжку пойдем, а? Чемпионы оба, Иннокентий и Жанна. Дольше всех, выше всех, они вот поднимаются. Как бы халал. Так, ага. Сейчас справку покажем, а? Кажется, что легко и просто. Пока сами не посмотрите. Это все равно покажется, что так легко крутиться. Вот Егор молодец, придумал уникальный тренажер. Ну, с Колей. С Николаем, да? А, с Николаем. Прям для меня как будто специально заказ. Так, что надо сделать? Пампин насим без. Чуть-чуть, да? Ага, шикрам. Вот тут там вот так. Начинается правка, это, ну, наверное, как финишное упражнение, да, но именно в этом вроде бы такое, да, самое простое, да, но она одно из самых, как бы, нужных, да, главных упражнений, наверное. Все вот эти упражнения ради вот этого. Вот человек вроде бы висит, да, а на самом деле он все равно работает, да, очень интенсивно, очень хорошо, да, все у него прорабатывается. Ну вот он 10 минут спокойно может висеть. Не, Вот ну именно. вначале я максимум, наверное, секунд 5 висел. Ага. Поэтому здесь, наверное, больше даже не физика, а психика. На концентрацию, на сосредоточенность. Поэтому со стороны кажется, что просто висишь. На самом деле это не просто так. Результат очень долгой работы над своим телом. Над связками, сухожилиями, да, с каждым суставом. Все должно быть идеально, а все мышцы должны работать. Не только внешние, да, но и внутренние мышцы. Только за счет этого, да, вот человек может вот так подняться, да, и выдерживать прямо в одной конечности до, ну, до нескольких, до тонны, да, вес или даже больше. Здесь, наверное, вот непонятная и незаметная вещь – это вот мыслительный процесс. Именно мыслительное мышление, там, вот эта концентрация, да, то есть умение, там, мне кажется, в какой-то степени может даже воспитывать, может быть, характер и так далее. Поэтому, ну, здесь, как говорит Егор, ну, комплексно, ну, как бы действует на все, наверное. Испытано на себе. Рад был увидеться, давайте. Ждем влог. Хорошей вам дороги. Пока, да. Альпинисты везде найдут друг друга. Вот Настя вообще молодец, по горам ходит, по разным. Ну, Уля, наверное, тоже. Ну, а мы сейчас будем устраивать пикничок. Небольшой, посидим у костра, пообщаемся. Обычно я вот так готовлю. Да? Прямо это не просто так рублю, да? Именно, блин, с благословением, да? Сюда положите сразу, блин. Она влагу впитывает, да? Поэтому должно быть сухой. Да? Так. Спеша вот так. Обычно делаю. Пересты нету, да? Когда этой бумаги нету, да? Обычно вот так мы зажигаем. Да? Знаешь этот метод же, да? А вы тоже руну делаете, да, на дне костра? Ну и бывает, да, бывает. А когда вот, ну, благословление делаем, да. Каждый вот это благословляет. Постоянно разговаривает с огнем. Мысленно, да. Физически, да.
как бы сознанием и подсознанием тоже. Все, как говорится, со смыслом делаю. Не абы как, да? Тут как бы мелочи нету, Игорь. Ну, сегодня как бы у нас спонтанно, да? Но мы взяли столько, сколько мы сегодня будем. Ну, сколько мы будем сидеть. И не меньше, и не больше. Вот примерно так. Все, как? Посидим? Супер, да, давайте. В Волонходе написано, что мы из 35 вот первых наций, одними из них был наш народ, Аяймагада, Кюнулуга, Джона Сахамукти. И он говорит, что это мы напрямую связаны с божествами, да, мы их дети, да, мы часть вот этого мира, да, и верхнего, да, и нижнего, да, и среднего мира. И нас послали сюда с надеждой, что мы принесем в этот мир, да, ну, мир, как говорится, чтобы не было войн, чтобы не было расприй, не было ссор между этими народами. Огонь для нас означает Эгед, это наш дедушка. Халлан – это небо, это наш отец. Земля – это матушка, да, Сирия. А воду мы всегда зовем бабушкой Эбядивти. Чем выше мы поднимаемся, вот Чочурмаран, да, и горы тоже, тем ты ближе к божествам. И некоторые обряды мы делаем именно в горах. Мой род, а мои предки. Все означает от значения от этого обряда, наверное. А даже тут-то иногда же мы делаем вылазки с палаткой, да. Зажигаешь печку, ты внутри палатки, я чувствую себя дома, там в горах. Нынешнее поколение отходит от природы. Надеюсь, что со временем все равно, хотя бы мои потомки все-таки будут очень тесно связаны с природой. Там все за правду. И в последнее время вот я смотрю, да, вот тот же искусственный интеллект, цифровизация, развитие интернета, оно портит народ, человечество, да. И со временем те люди, которые будут думать, да, без Википедии, да, они будут очень ценными людьми, которые будут решать будущее человечества. У нас есть памятник наш Зикидзе, вот человек, который пилит сук, на котором сидит. Я думаю, это один из тех памятников, которыми идет человечество. В последнее время очень быстро мы разрушаем свою природу, да, именно свой мир. И рано или поздно, да, вот этот мир, который создала природа, наверное, как-то ответить человечеству. Добываем ресурсы, да, земли, которые вряд ли восполнятся в будущем. И это мы разрушаем землю, которую нам дали, нам подарили. Мы просто тут родились, да, а мы должны были беречь, да, а мы вместо этого, да, разрушаем. Испытано на себе. Сегодня мы в гостях у очень интересного человека, Тумен Хамаганов. Мы с ним познакомились еще в 2019 году, когда я, можно сказать, только вот приехал и осваивался в Якутске. Тогда он занимался тренажером Правила. Он первый, кто открыл его в Якутске. Ты, по-моему, так же, да? Ну, вот да, он да. ездил в Белоруссию, там получил у них этот опыт, перенял. И здесь создал, ты вот впервые, да, занимался тогда. И вот вчера был день рождения клуба Чикчал. Это вот как раз Егор Кирсанов, руководитель этого клуба, который уже модернизировал тренажер Правила уже до сегодняшних дней такого вида, какой он есть. И вот Тумен начинал все это. И в свое время он познакомился с Егором. Егор этот тренажер просто, как бы он понял, что это его, а Тумен в тот момент понял, что все-таки что-то другое в жизни надо искать. Да, вот. Совершенно верно. Такой вот. И вот я хочу вам сегодня поделиться его очень интересной историей, как человек трансформировался, был долгое время в поиске себя и нашел себя в очень уникальном деле. И вот это дело мы сегодня вам продемонстрируем. Тумен, расскажи, вот как прошла твоя трансформация, переход вот к творчеству? Забегая вперед, да, вот Тумен делает вот такие уникальные скульптуры. Причем вот лепит из пластилина, правильно я понимаю, да, вот изначально, да, своими руками. Скульптурно. А ты до этого никогда не занимался? Ты вот просто вот... Я занимался, да, только в детстве. Ну, все дети занимаются в садике, да, вот в школе, все лепят, рисуют. Я также вот увлекался вот лепкой в детстве. И потом, конечно, вот при взрослении все это забылось. Поступил в нефтегазовый университет московский, да, вот имени Губкина. Его закончил в 2000 году и отработал где-то вот 7 лет в нефтегазовой отрасли нашей республики. И понял, что ну, мне надо как-то вот
по-другому реализоваться, да, вот, ну, себя я не нашел по данному направлению. И потихонечку начал вот как бы приходить к творчеству. Ну и трансформация у меня длилась 9 лет. Потому что, быстрый процесс, да? Да, потому что, видимо, я сам такой, ну, упертый, наверное, да, не в лучшую сторону упирался, да, вот этому новому направлению. Был, конечно, страх неизвестности, да, вот куда я иду вообще. И вот эти 9 лет я вот, ну, сам себя как-то вот вогнал в не очень хорошее положение. И потом, когда уже все, сил не осталось сопротивляться, я принял вот эту новую сферу. И вот началась вот совсем другая жизнь. Жизнь до и после. Но у меня, ну, это долгий рассказ, как говорится, да, вот, но пришел все-таки вот к своему, как говорится, народному мышлению, можно сказать так. Было современное мышление, как говорится, да, вот навязано, а потом стало как бы уже фундаментально наше вот... Гены предков сработали, можно да, так гены сказать. предков, можно сказать, и вот богатство культуры Народа, да. северного народа. И это все началось просыпаться. И оно пыталось как-то выйти, да, вот каким-то вот материальным образом. Ну, кто-то песни поет, кто-то вот там стихи излагает, да, вот кто-то картины пишет. У меня вот получилось вот так, что вот занятие детства, оно проснулось. И вот лепка стала основной деятельностью. И так вот начали появляться вот такие образы. И первый образ это связан с триединством души. Искут. Искут, да. Искут это, грубо говоря, это тело, разум и душа. Тело это Боркут, земляная душа, дословный перевод. Разум это Салдынкут, воздушная душа. И сама душа, Екут, материнская душа, так называемая. Да, вот. Эта работа называется очищение, растаны, олицетворяет Салдынкут, разум. То есть человек сидит и очищает свой внутренний мир, свой разум. И когда вот, ну, он как бы в прямой связи с пространством, с космосом, ну, с Богом, можно сказать, да, вот он сидит, как бы медитирует, но вот эти мышцы как бы показывают, да, вот эти вдутые вены, там, что у него идет, ну, напряжение. Да, напряжение и внутренняя работа идет. И когда вот человек очищается, ну, свой разум, свое тело, да, вот просыпается вот знание предков. Боркут. Вот это. Эта работа олицетворяет Боркут, пробуждение предков. То есть все вот эти знания, да, вот накопленные годами, тысячелетиями, они уже вот заложены у нас как бы внутри, да, вот в генах, в крови, можно сказать. И когда мы чистые, да, вот свои тараканы как-то вот успокаиваем в голове, да, вот, и вот начинает проявляться знание предков. Это дерево, куда ударила молния. И она очищается в этот момент и просыпается вот, ну, по этому образу, да, вот древний воин. Он проснулся, как бы уже проявляется у него вот, ну, там, доспехи, это иммунитет, пальма, это как бы острый ум, да, вот. И у него вот сзади материнское животное, как называется, ну, связь с природой. Это его сила, это его дух, как говорится. Да, Хотой? Вот. Да, Хотой это орел. Тоенкил называется. И когда вот просыпается знание предков, да, вот мы хотим делиться этими знаниями, потому что они имеют какую-то силу, да, вот, и имеют какую-то энергетику, они хотят жить, проявиться в этом срединном мире, материализоваться. И мы, оказывается, не должны это навязывать, да, вот, не силой, да, вот так ее проявлять, а именно с любовью. И появляется вот третья работа, да, вот, которая олицетворяет материнскую любовь. Сама душа, благословение матери называется. Этот образ, ну, я хотел сначала как-то вот
передать свою благодарность своей матери, да, вот, и всем женщинам, да, которые носят вот это большое имя мать. Не просто там рожают ребенка и отдают куда-то на воспитание, да, вот, в детский сад, все такое, именно Проявляется как мать, да, в полной проявляется мере. как мать, истинная мать. И это вот образ безусловной любви, без условий никаких, да, вот. И когда мы безусловно начинаем что-то делать, да, вот в этом мире, без никаких условий, свои действия делать, да, вот, и появляется вот очень гармоничный, развитый человек, личность. То есть вот эти три души, они соединяются в едино, и появляется вот очень гармоничный, полностью счастливый человек. Ну вот смысл работ такой. Давай кратко, как у тебя идет процесс создания этого. Ну, То есть сначала... Ты вот лепишь же, да, сначала Да-да-да, из вот пластилина? Скульптурный специальный пластилин, профессиональный, да, вот. Ну, а он американский, да, получается. Заказываю в интернете. Он форму держит хорошо и податливо. Да, она форму держит мельчайших идеально, деталей. не липнет, ничего. Вот инструментом работает очень удобно. И, конечно, я вот свои образы сначала рисую. Ну, как все. Ну, у меня рисунок не очень такой классный, да, вот просто вот чиркаю там карандашиком, да. В основном работа появляются процессы. Вот у меня мастерская такая мобильная, маленькая, да, вот. Он уже отпечатал. Вот ванночка, она прозрачная, там пленка, да, вот дно пленочное, и туда заливается вот полимер, вот такой специальный полимер, полимерная смола. Она как сметана, да, вот. И внизу в платформе есть ЖК-экран, который слой за слоем просвечивает вот наш полимер. Он засыхает при ультрафиолетовом излучении, как говорится, ну, солнечное как бы, да, излучение. И слой за слоем он как бы накладывает вот на наши изделия. Помещаю вот такой клинер, ну, как бы очиститель, да, вот. Это, ну, или спирт, или, допустим, вот я использую растворитель, там 2 минуты я очищаю полимер, да, вот, и потом помещаю вот именно в камеру, чтобы он засох окончательно. Вот сушилка такая, Да. да? Здесь Допустим. же сутки стоит. Не. Или вообще быстро? Полчаса, да, допустим. Вот так запускаем, и он так крутится и засыхает. Вот уже такие болванки, да, получаются. Потом любой там, это серебро, там бронза. Вручную красишь? Это все вручную делается. Ну, ручная часть работы вот именно вот здесь. И я там уже начинаю с ними общаться, как говорится, в этом процессе. С каждым, ну, идет живое общение. А ты еще, да, заряжаешь, воодушевляешь каждую фигурку. Ну да. А ты все привез из Питера? Ты же вот, я вот хотел добавить, что Тумен нашел себя, вот я нашел себя здесь, в Якутии, да, вот изменился, вот стал кинематографистом, можно так сказать, из риэлтора. Тумен, наоборот, как раз, он открыл себя в Питере, потому что в Питер он больше дает возможностей для скульпторов, да, для людей искусства, ну, для развития, для, вот, это, для роста дальнейшего во многом, популяризации своей творчества, это же тоже вот очень важный момент. Как ни крути. А ты это все привез, получается, из Питера? Вот ты сейчас приехал же ненадолго. Я принтер стоял тут. Я просто приехал и начал печатать. А там у тебя тоже принтер есть? Вот осенью я с собой заберу принтер. То есть у тебя работы все здесь сделаны, ну, в Якутске. Здесь сделано. То есть ты ездишь, да, туда-сюда? Бронзу я привез с Питера. Остальные вот отлиты здесь. Напечатаны, вернее. Сейчас здесь. Полностью будешь туда все перевозить в мастерскую? Да, сейчас полностью туда и буду отправлять с Питера все. Я же проникся вообще культурой и традициями и религией, можно сказать, народа Саха. Вот для меня это тоже такая вот духовная ценность. На мой взгляд, базовая часть нашей философии, да, вот Искут, триединство души.
И потом начинается вот движение Всё остальное этой точки, накладывается, да, да. вот. Чик-чик-чик. Ну здорово, слушай, очень рад наконец-то увидеть живыми глазами. Тумин, когда уехал, мы не виделись, 5 лет и не виделись, Да. получается, да? Встретились на Эссехе случайно, вот шли там после встречи солнца, я вот так вот на него просто вот так вот наткнулся случайно. И вот вчера вот у Егора было мероприятие, праздник, конечно, он Тумин тоже пригласил, вот мы там заночевали лагерем, и вот дошло до меня, что я наконец-то смогу увидеть это все вживую. Я только в Инстаграме тебя видел, это что-то на фото. Так что желаю тебе большого развития. Я знаю, что у тебя большие мечты на это все, большие Да, планы. вот как раз насчет Питера, да, вот хочу, вот, ну, как сравнение. Допустим, наши люди, они охотники, большие охотники. Вот лес для них, ну, как бы это вот дом, да, это вот ихняя среда, они там охотятся. Для меня вот как бы место охоты это уже Питер. Это Там мой твои лес, как угодья, бы, охотитесь. это мое все, как говорится. Мгм. Так что Ну здорово, что ты нашел себя там, я нашел себя здесь. это Обмен энергиями произошел между очень городами, интересно, да? да, Ну, баланс такой. здорово. И планы у нас с тобой грандиозные, я знаю, да? Так что Да. сбытие всех мечт и планов. Давай, счастливо. Спасибо. Все, вот такой у нас коротенький 20-минутный сюжет, снят одним кадром, кстати, получился. Ну да. А мы еще интересно. думали, получится, не получится, но все. Давай, тебе хорошей дороги, рад был повидаться. И вам счастливо. Да.